Летние каникулы в самом разгаре, и многие родители задумываются о том, куда отправить школьника на летний отдых. О том, как получить путевки в детский лагерь, о стоимости путевок и о том, как выбрать подходящий лагерь для ребенка, поговорим сегодня с Яной Николаевной Ивановой, директором Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый Бор». Яна Николаевна, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Сколько детских лагерей начали свою работу в этом году? В этом году по плану в республике запланировано открытие 661 лагеря, из них 500 лагерей с дневным пребыванием, 41 стационарных лагеря, 52 лагерей труда и отдыха и 67 палаточных лагерей. Яна Николаевна, подскажите, пожалуйста, где и как получить путевку в детский лагерь, какой перечень документов требуется, куда обращаться? Прежде всего, конечно, надо обращаться в управление образованием по месту жительства. Или можно обратиться к нам в Центр «Сосновый Бор», который находится в городе Якутске по адресу улица Сергеляхское, шоссе 12 километр. И обратиться можно на горячую линию 8 924 868 70 11. При этом необходимо заявление от родителей, копию документа родителей, копию документа ребенка, медицинскую справку 070/У, справку о заработной плате обоих родителей и справочку о составе семьи. Яна Николаевна, подскажите, пожалуйста, какова стоимость путевки в детские лагеря? Стоимость путевок в детские лагеря регламентируется нашим постановлением 477. На сегодня в санаторно-оздоровительные лагеря стоимость одного дня за счет государственного бюджета 1280 рублей в сутки. В остальные лагеря, как загородные, стационарные, 336 рублей в сутки на питание. В лагеря дневного пребывания 195 рублей в сутки на питание. В палаточные лагеря 336 рублей в сутки на питание. И в загородные стационарные лагеря 654 рубля в сутки на питание. Помимо этого, при наличии локальных нормативных правовых актов, лагерь сам вправе устанавливать организационный взнос. Расскажите, пожалуйста, кто имеет право на льготную путевку и как ее получить? На льготную путевку имеют право дети, которые относятся к данной категории. Это также прописано в нашем 477 постановлении. Необходимо обратиться в управление образования, так как они являются координаторами по месту жительства именно по обеспечению отдыха детей и их оздоровления. Те непосредственно связываются с муниципальными службами управления соцзащиты. При Министерстве труда существуют реабилитационные центры, и есть два загородных стационарных лагеря. Это Виктория, 600 путевок на лето, то есть они совершенно бесплатные для данной категории детей, и загородный лагерь, который находится в Алекминском районе. Кто может получить льготную путевку? Это многодетные семьи, малоимущие семьи. Ну и почему собирается именно справочка о составе заработной платы? Потому что преимущественным правом при заселении в лагерь имеет такая категория детей. Лагеря какой направленности существуют у нас в республике? У нас в республике существуют все направления дополнительного образования детей. Это и инженерные, это и модные IT-лагеря, это и прикладные, оздоровительные, экологические, туристические. Вот все это можно увидеть на сайте sahaotdыхдети.рф или на сайте нашего центра «Сосновый Бор», где размещен так называемый реестр, куда входят все 661 лагерь нашей республики. Яна Николаевна, вот подскажите, пожалуйста, сегодня существуют частные лагеря, которые активно рекламируются в средствах массовой информации. Ваше мнение, как специалиста о частных лагерях? Знаете, когда родитель выбирает тот или иной лагерь, конечно, вы как мама посоветовала обратиться сначала к нашему реестру. Вот данный реестр, он полностью согласован со всеми надзорными органами, то есть в которых полностью выполняется комплексная безопасность
детей во время пребывания в данном лагере. Но многие наши представители, деятели культуры, искусства, я не знаю, других направлений, знаменитости, открывают так называемые свои лагеря. Мы их относим к малозатратным формам отдыха. Они не входят в наш реестр, их не проверяют надзорные органы. Поэтому полностью ответственность несет сам родитель. Есть ли в этом году изменения в правилах работы лагерей? В правилах работы лагерей в этом году много изменений. Изменения, которые касаются сначала федеральных нормативно-правовых актов. Все эти изменения знают сами сопричастные все, кто работает в детских лагерях, потому что очень системно, плодотворно, скажем так, работает в республике республиканская межведомственная комиссия, куда ходят представители министерств, ведомств, общественных организаций, где обсуждаются самые наболевшие, значит, если возникли проблемы. И изменения, конечно, касаются безопасности. То есть это и лицензирование автобусов, это и срок годности автобусов, это и паспорта безопасности лагерей. Кстати, новое правило: в прошлом году в декабре вышел стандарт вожатого. То есть вожатых с этого года надо набирать уже тех, которые прошли обучение, сертифицированных по типам и видам лагерей. Это и санитарно-эпидемиологическое заключение перед открытием и так далее. В каком возрасте лучше отправлять ребенка в детский лагерь? Кстати, я хочу сказать, что наш регион, он не является единственным, куда в лагеря принимаются дети от 6,5 лет до 18 лет, 17 лет включительно. В других субъектах Российской Федерации принимают только до 15 лет. Ну, принимают детей 6,5 лет. 6,5 лет. Как родителю из всего многообразия лагерей выбрать подходящий именно его ребенку? Но каждый родитель знает, чем увлекается ребенок, каким направлением. Вот опять-таки советую обратиться, прежде всего, обратить внимание на наш реестр. Лагерей очень много, разных, творческих. Кстати, в нашей республике большинство лагерей работает очень эффективно и качественно. У многих программы сертифицированы, поэтому, значит, здесь как бы очень хорошая ситуация. Как морально подготовить себя и ребенка к поездке? Ну, как морально? Значит, если родитель боится отдать ребенка в детский лагерь, то, мне кажется, надо начать с лагеря дневного пребывания. То есть, когда ребенок, значит, находится в лагере 21 день, и он не ночует. Он ночует вместе с родителями у себя дома. Но далее можно уже дать в загородный стационарный лагерь, это опять-таки на 21 день. Ну и потом, если ребенок хорошо проходит социализацию, адаптируется, умеет полностью за собой ухаживать, то можно его отправить уже за пределы республики. Кстати, в этом году, опять-таки, мы отправляем 800 детей по линии Министерства образования и науки в Краснодарский край, в Туапсинский район. Стоимость путевки — это 18 500, значит, это родительская плата. Из них более 15 тысяч компенсирует Министерство образования. Значит, авиакомпания «Якутия» предоставила нам субсидированные тарифы. Ребенок до 12 лет, поездка Якутск-Сочи, Якутск будет стоить 11 700. И если ребенку больше 12 лет, значит, авиабилеты обойдутся в 15 600. Стоимость получается 18 тысяч плюс авиабилеты. Да, 18 тысяч плюс авиабилеты. Расскажите немного о вашем центре, о центре «Сосновый Бор». Наш центр эффективно работает с 2012 года. И сегодня утром пришла очень хорошая новость. Мы получили приказ протокол Министерства просвещения Российской Федерации, в котором мы узнали, что мы выиграли второй грант национального проекта образования «Кадры для цифровой экономики». А до этого в апреле мы выиграли в размере 11 миллионов 750 тысяч рублей. И в апреле мы выиграли грант также нацпроекта образования по направлению «Успех каждого ребенка», значит, в размере 3 миллионов 600 тысяч рублей.
Но красной линией реализации данных грантов, первый грант будет реализовываться на международной нашей смене «Я гражданин мира», значит, на которую приезжают дети как из субъектов Российской Федерации, ближнего, дальнего зарубежья. Мы будем обучать детей русскому языку, истории Якутии, России. И следующий грант, он пройдет у нас, значит, в августе месяце реализация в смене «Цифровое поколение». Значит, это уже грант вот последний, где мы будем реализовать последнюю сумму. Значит, это уже IT-профессии, да, подготовка. Вот современные направления, например, IT, да? Да. Сосновый Бор – это круглогодичное учреждение. Мы работаем круглогодично, реализовываем в год более 15 различных смен разной направленности. Кстати, вот с 24 июня, и насколько я знаю, есть еще у нас путевки, состоится смена «Легенды танца». Это очень интересная смена, она стала традиционной, работают самые сильные хореографы нашей республики, и дети учат сами детей совместно с хореографами различным направлениям танца. Есть смена «Дети Арктики», есть смена «Я инженер», есть смена по дополнительному образованию. Смен очень много. И я очень рада, что у нас такой сплоченный коллектив, нас достаточно много. У нас есть свой детский садик «Лингва», полилингвальное образование на 50 мест. Я думаю, вот как бы нам не стыдно реализовывать, так скажем, эффективно средства из государственного бюджета. Многие родители, наверное, захотели, да, чтобы их ребенок посетил ваш лагерь. Куда обращаться, чтобы попасть в ваш лагерь? Но опять я скажу, это надо обращаться к нам, на наш сайт. У нас есть и коммерческое предложение, она стоит от 26 тысяч и выше, до 31 тысячи рублей. Если уже нет путевок и как по госзаданию, как по государственному контракту, смело можно звонить на данный телефон. Еще я хочу немного рассказать о всероссийских детских центрах. И там могут отдохнуть дети. На сегодня выделено более 650 мест в данные центры, согласно соглашениями, это с всероссийскими детскими центрами «Океан», «Орленок», «Смена». В данные лагеря можно попасть только самым нашим талантливым, одаренным детям. И квотирование происходит на уровне республиканской межведомственной комиссии по поддержке талантливой молодежи. И можно попасть родителям самостоятельно. Международный детский центр «Артек». С 2017 года на сайте Артека, artek.дети, установлена так называемая автоматизированная информационная система «Путевка», куда родитель самостоятельно вбивает данные ребенка, прикрепляет его достижения, и уже система делает сама отбор на ту или иную смену. Яна Николаевна, спасибо вам за интересный разговор. С вами был «Акцент». До новых встреч!